Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, учил: «Истинно, лучшие из вас, лучшие по своему нраву». Чтобы явить людям свое превосходство над всеми, Всевышний Аллах выделил их из несметного числа созданных, наделив разумом, для того, чтобы мир созданных увеличивался, содержался в строгом порядке до дня, срок которого известен только ему. Он сотворил мужчин и женщин для влечения и любви друг к другу, для земной совместной жизни. Всевышний Аллах одарил детей Адама разумом и знаниями, чтобы они могли осознать все совершенство Вселенной, познать пути достижения благополучия в жизни земной и вечной, оградить себя от запретного. Дети Адама счастливы лишь в искреннем повиновении истинному обладателю величия и воздержании от запрещенного им. Одним из условий достижения гармоничной и благополучной жизни людей в обоих мирах и действием, одобряемым шариатом, является никах. Любовь между мужем и женой, заключение брака между ними в соответствии с нормами шариата – это не только взаимное чувство, а ценнейший подарок от Всевышнего Аллаха. Ведь любовь между супругами не пропадает и в пожилом возрасте, и в болезни, когда плоть, слабея, теряет свою власть над человеком. Наверное, нет более благопристойного дела, чем праведные отношения к спутникам жизни и благополучное их сосуществование. Только благовоспитанностью можно достичь ощущений, которые не приобретешь ни за какую плату, не завоюешь силой и армией воинов. Взаимоотношения такого рода подразумеваются между всеми людьми, а об их обязательности между супругами нет особой необходимости говорить. На каждого из супругов, на мужа и на жену возложена обязанность бережного сохранения брака, вверенного им Всевышним Аллахом как подарок, и ограждение самого себя от ущемления супруга в чем бы то ни было. Красота бытия окружающего подразумевает присутствие в нем справедливости. Справедливость удерживает в гармонии небеса и землю. Если отношения мужа и жены построены на справедливости, их семейные узы будут только укрепляться. В отношении мужа и жены существуют обозначенные шариатом и здравым смыслом определенные обязанности и долг каждого мужчины и каждой женщины строго выполнять их. Но если супруги не будут соблюдать правила совместной жизни, взаимоуважение их друг к другу исчезнет, а их любовь исчерпает себя. Дитя Адама всегда ищет вину в том, кто, по его мнению, не любит его, и при каждом удобном моменте стремится бросить обвинение в лицо обидчику. В таких случаях конца и края не будет возникающим ссорам и склокам, а в семейной жизни не останется услады. Поэтому рассудительные и благонравные мужчины и женщины будут ценить благополучную жизнь как великое подношение и избегать всего, что может нанести ей вред. И жизнь их изо дня в день будет наполняться мудростью и счастьем. В этой книге мы хотим описать облик благонравной жены. В этом описании ясно определятся обязанности женщин. Если женщины будут стремиться в совершенстве выполнять эти обязанности, они, без всякого сомнения, будут любимы своими мужьями и удостоятся прекрасной награды вечной жизни. Благонравные женщины, в отличие от неблаговоспитанных, со смирением преодолеют тяготы земной жизни и достигнут великих и вечных даров. Даже тогда,
Когда тела их прикроет земля, имена их с особым уважением будут произноситься на маджлисах, для них будут испрашиваться добрые мольбы. И, может, их имена впишут в книги как пример и образец для будущих поколений. А безнравственные женщины из-за своего скверного поведения перенесут множество лишений в земной жизни и проследуют в вечную жизнь, оставив после себя дурную славу. Они не получат блаженства в будущем, после их ухода не прозвучат слова признательности. На пути к благополучной жизни у женщин множество обязанностей. В этой книге мы коснемся только основных.